Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Многие общественные деятели республики считают, что спецоперация России в отношении Украины – это прежде всего защита нашей страны от угроз со стороны НАТО. На сегодняшний день западные страны вводят дополнительные санкции. Как это повлияет на развитие экономики нашего региона? Гость студии – заместитель ректора СВФУ, кандидат экономических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии Александр Кугаевский. Александр Андреевич, здравствуйте. Добрый вечер. Как новые санкции повлияют на экономику региона? Новые санкции под регионом мы понимаем республику, да. Или Дальний Восток. Республику. Значит, основные влияния они сказываются через рыночные механизмы. Могут. Конкуренция с кем-то. Вот это существенно может повлиять. Но если посмотреть, являемся ли мы конкурентами, допустим, Украины, по поводу чего нам санкции предъявляют, то если нам запретят ездить куда-нибудь в Антверпен и покупать наши бриллианты, это над этим можно только смеяться. Во-вторых, сегодня встал вопрос, поскольку на финансовых международных рынках там тоже у нас какие-то санкции вводят, то вопрос встал о пополнении золотого запаса. Мы золото добывающая республика. Это значит, в нашу пользу разговор будет. Мы уже в эти годы выходим на уровень 40 тонн добычи золота, это рекордная для нас цифра. Значит, она будет иметь спрос. Третий наш основной ресурс – это уголь каменный. Но тут мы конкуренты. Но конкуренты с Восточной Украиной, то есть как раз с Донбассом, с Донецкими республиками. И учитывая то, что мы находимся далеко друг от друга, то здесь у нас конкуренции практически не будет. Поэтому я не вижу причин, по поводу которых мы могли бы волноваться за нашу экономику. Но здесь надо иметь в виду то, что в целом каждая война имеет свою причину, вполне объективную. Когда Советский Союз распался, Украина, как самостоятельная страна, она была, наверное, в пятерке самых богатых стран Европы. Сегодня она на последнем месте. Эта возня вокруг экономики, основной потенциал экономический, промышленный потенциал Украины сосредоточен как раз на востоке Украины, той Украины, которая в границах Советского Союза была. Это Луганская, Донецкая области, Запорожье. Это как раз самые такие индустриально развитые районы. Из-за этого война идет. Когда олигархи вступили в бой за передел собственности, за передел ресурсов, за передел экономических сфер влияния и так далее, это все началось оттуда. Оттуда и Майдан пришел. Нациков подтянули только для того, чтобы решить эти все. Они, поскольку люди без большого ума, они только стрелять умеют, и ненавидеть кого-то, их подтащили для решения этой проблемы. Почему у нас сейчас и основная идея, наша политическая идея в отношениях с Украиной, то, что мы все-таки один народ. А эти ребята это совсем другие. Поэтому они просто выполняют роль инструмента. НАТО тоже это инструмент в международных отношениях. Только инструмент. На самом деле там решаются вопросы и экономического, и финансового содержания. Другой вопрос, насколько санкции на нас могут повлиять. В целом на страну. Другой вопрос, что тут уже вся Европа поддержала идею об отключении от SWIFT, а теперь возникает вопрос, что такое SWIFT и кому он больше нужен. Он нужен для того, чтобы мы проводили международные расчеты. Долларом ли, в евро ли, в рублях ли. В основном в долларах и в евро. Отключим его. А как они будут рассчитываться за ресурсы, за тот же газ? Чем будут? Если оттуда отключают, из этой долларовой зоны нас выводят, тогда, будьте добры, рублями рассчитывайтесь. Не заплатил, там же у нас уговор такой, не заплатил, газ не получаешь. Весь разговор. То, что американцы не смогут поднять газовый рынок в Европе, обеспечить газом, это уже все жизнь наша показала. Стоит на Азиатско-Тихоокеанском регионе поднять цену за газ, они спокойненько уходят туда. Ничего личного, как сейчас принято говорить, да? Только бизнес, ничего личного. Мы вас уважаем, любим европейцев. Там покупает дороже, чем вы. Весь разговор. Поэтому тут иногда слушаешь это все, просто дикость какая-то.
А могут ли санкции негативно повлиять на экономику самих стран, инициаторов санкций? Вот, безусловно. Вот в первую очередь. Теперь им придется за доллары и за евро покупать рубли, чтобы с нами рассчитываться. Не хотите? Ну, нет вопросов. Вот, там, значит, по космическим тоже нашим программам какие-то пошли санкции. Ну, надо же понимать, что все летают в космос на наших двигателях ракетных. Только на наших. Больше других нет. Вот, по запрету полетов над Европой для России. Пожалуйста. Мы запретим полеты через Российскую Федерацию, через всю Россию. Это же самое удобное. Ведь мы как летаем в Москву из Якутска? Мы же не летим там через Новосибирск, Красноярск, мы летим севером. Это самый короткий маршрут. Земля круглая, поэтому легко узнать, как это, почему именно там мы летаем. И они тоже так все летают. Вся Европа летает северными маршрутами. Каждый день мы можем над Якутском видеть массу самолетов, проходящих на большой высоте, огромные самолеты. Это вот они. Они летают, а теперь им придется летать длинными маршрутами. А это уже измеряется часами полета. А это затрата. Эффективность уже не та. И поэтому вполне возможно, что некоторые компании попадут в очень тяжелую, авиакомпании попадут в тяжелую ситуацию. Вот, поэтому они, все сейчас уже говорят о том, что понятно, что санкции имеют две стороны. Одной стороной палка как бы, с двумя концами, да? Одной пытается, одним концом нас пытается удать, второй конец им бьет. В ущерб себе, бизнесмены там все ноют. Кстати говоря, космическая эта ассоциация, НАСА, американская, она уже выступила против того, чтобы санкции вводить на космос. Безусловно, так. Ну, а теперь дальше все промышленники начнут поднимать свой голос. Я думаю, это обязательно случится. А какие отрасли экономики в республике должны получить толчок к своему более интенсивному росту? Ну, я уже сказал, что у нас вот золото наверняка сейчас будет жить лучше. Ну, во-первых, нефтяная и газовая промышленность у нас пойдет, так? Цены мировые выросли. По ценам на нефть мы пробили уже мировой рекорд, поставили, уже рынок ставит нефтяной, $106 за баррель. Ну, баррель это 50 литров. Вот. У них сегодня стоимость гораздо выше топлива, чем стоимость бензина, допустим, на заправках, в 2-3 раза выше, чем у нас. Но будет еще выше. Есть разговор. Вот. Ну и потом вот интересно, сейчас я сказал, что сегодня самая передовая страна в Европе в 90-е годы сейчас на последнем месте по экономическому развитию находится. И темпы все время у нее снижаются. Отдельные отрасли так немножко растут, 1-2%, а остальные продолжают падать. И вот если сравнить с нами, ну, допустим, вот сегодня, вот в эти годы, 19-20 год, у них внутренний валовый продукт на Украине примерно $160 миллиардов. 40 миллионов человек. Делим одно на другое, получаем где-то 3,5-4 тысячи долларов на человека в год, на одного украинца. Республику нашу возьмем. У нас получается примерно где-то 13-14 тысяч долларов на одного человека в год. Вот разница. В 3-4 раза. По сравнению с нами, у них на валовый внутренний продукт на душу населения в 3-4 раза ниже, чем у нас. Ну и вот вам богатство. Самая богатая страна. Александр Андреевич, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью» на Якутия 24. Оставайтесь с нами.